Праздник мира, красоты и весны. Так мы привыкли называть 8 марта, Международный женский день. Это сейчас он ассоциируется у нас с цветами и улыбками, а 114 лет назад все было совсем иначе. Нью-Йорк. Изможденные работой, уставшие от бесправия и нищеты. 15 тысяч женщин вышли на демонстрацию. Они требовали сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голосовать. Большая часть требований была исполнена. В 1910 году известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Затем женский день в разных странах отмечали 2, 9 и даже 12 марта. С датой определились только благодаря российским работницам ткацких фабрик. 8 марта в 1917 году в этот день началась забастовка работниц ткацких фабрик в Петрограде с требованиями хлеба и мира, переросшая в революцию. Спустя неделю император отрекся от престола. Плодами событий столетней давности пользуется слабая половина человечества всего мира. Хотя в Кыргызстане не принято называть так женщин, скорее представительницы прекрасного пола, и уж точно не слабые. Девушки и женщины в нашей стране могут все. Им открыты все сферы. Общественным советом многие не ограничиваются. 30% местных парламентов Джугурку-Кенеша состоит именно из женщин. Айнуру Алтыбаева – одна из самых известных политиков страны. Она была одной из тех, кто долгое время родила за принятие закона о 30% квоте для женщин. Этот закон очень трудно шел. Мы над ним работали 5,5 лет. И вот в этом году на последних выборах в Айыльной Кенеше большая часть наших женщин участвовали в выборах, и они стали депутатами. Судьбу страны, историю народа творят люди. Пишется она ежедневным трудом каждого кыргызстанца. Свою страницу в общей истории Кыргызстана Саадат Арстанбекова пишет уже 36 лет. Она врач. Было время, когда в ЦСМ, в котором она трудится, работало всего 3 врача. И это при том, что к поликлинике приписано 24 тысячи человек. Наверное, тогда и началась закалка характера, которая не позволила Саадат остаться в стороне в момент пандемии. Несмотря на то, что дома 4 детей, медик пошла работать в красную зону, но, светя другим, едва не сгорела сама. Мы в красной зоне работали, там в день мы принимали почти 300-400 человек в день. И было тяжело, очень тяжелых было много. Мы старались всем оказывать помощь. Когда они смеялись, тоже смеялись. Когда плакали, мы тоже плакали. Но мы даже не уставали, мы только вот помогали, бегали, только оказывали медицинскую помощь. Стать врачом Саадат решила еще в детстве, попросил отец. Папа тоже мне дал, говорит, можешь стать доктором. И вот по просьбе папы я сама хотела доктором стать. И вот первый год не поступила, а второй год, это через год я поступила, потому что после как я не сдала 4-й экзамен, пошла подготовительный курс. Там обучилась и сама поступила. Между женщиной и землей много общего. Они обе дают жизнь, они обе могут взращивать. Именно поэтому женщина-фермер всегда на один шаг впереди мужчины. Это только женщине могла прийти в голову такая смелая, но продуктивная идея вырастить лавандовое поле в Кыргызстане. Айсулу Душибаева основала экоферму в Высокуйской области. Из этих ароматных сиреневых цветов она готовит эфирные масла. Это очень капризные растения, но наш климат, особенно Иссык-Кульский, он уникальный, и он очень хорошо подошел. Мы уже посадили в 2020 году, и уже первые цветения, первый сбор есть. Женщины Кыргызстана преуспевают и в спорте. Такие имена, как Айсулу Тыныбекова и Рим Джуманазарова, знают во всем мире. Женщины Кыргызстана наравне с мужчинами защищают родину, берегут мир в стране, ловят преступников, совершают научные открытия. Но при всем этом они не забывают и о своей главной роли – материнстве. Пусть всегда Будет мама, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Слово «семья» произошло от «семья» – 7 человек. У Асель Мамбетовой получилось больше этой формулы – 8 «я». Она – муж и 7 детей. Быть матерью в
то же время и легко, и трудно, если этим делом заниматься с любовью. Я думаю, что как бы вот родить — это одно, а воспитать достойных людей, достойного человека — это очень большой труд. И нужно детям дать такое воспитание, чтобы за них нам не было стыдно. Все прекрасное, что было создано в этом мире человеком, появилось благодаря женщине. Именно женщина подарила жизнь и великому художнику, и великому ученому. Она и мать, и муза, и защитница. Екатерина Такамбаева, Нурдан Сергеев, «Пирамида».